بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хвала Аллаху Господу миров, мир и благословение нашему любимому пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, его семье, его сподвижникам и всем тем, кто последовал его путем. Альхамдулиллах, по милости Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, мы продолжаем брать правила пользы из книги Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, из его слов, из Корана. И сегодняшнее наше правило, оно, иншаллах, будет коротким, недолгим. Это правило из суры Шарх. Сура Шарх – это сура в 30-м джузе, которая состоит из 8 аятов, короткая сура. И Аллах Субханаху ва Тааля в этой суре дает нам правила. И любое правило, любое наставление, которое дает нам Аллах Субханаху ва Тааля, оно имеет глубокий смысл. И эти правила, они учат нас воспитывать душу. Эти правила помогают нам приблизиться к Аллаху Субханаху ва Тааля. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит в этой суре, разберем, то есть прочитаем эту суру полностью. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Алям нашрах ляка садрак», разве мы не раскрыли твою грудь? То есть, обращаясь к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Алям нашрах ляка садрак», разве мы не раскрыли твою грудь? «Ва вадa'на анка визрак», и не сняли с тебя ношу, которая отягощала твою спину. «Аллази анкада захрак», разве мы не возвеличили твое поминание? «Фа инна ма'аль усри юсра», воистину за каждой тягостью наступает облегчение. «Инна ма'аль усри юсра», за каждой тягостью наступает облегчение. «Фа ида фарагта фансаб», и посему, как только освободишься, будь деятелен. «Ва иля раббика фаргаб», и устремись к твоему Господу. Аллах Субханаху ва Тааля в последних 2 аятах говорит: и посему, как только освободишься, будь деятелен, то есть займись чем-то и устремись к своему Господу. И если детально разъяснить, то это великая сура вобрала в себя упоминание о заботе Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля к своему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, в знак его доброты к нему, о том, как он был избавлен от грусти и стеснения. То есть Аллах Субханаху ва Тааля очистил его грудь, очистил его сердце, как ему было облегчено то, что было тяжким для него, как ему был оказан почет, чтобы успокоить его. И Аллах Субханаху ва Тааля в этой суре в конце говорит, что «Фаида фарагта фансаб ва иля раббика фаргаб», и посему, есть, как только освободишься, будь деятелен. И это правило говорит о том, что Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля велит своему пророку. То есть это же сура, то есть Аллах Субханаху ва Тааля начал с обращения к пророку. И это правило, то есть как только ты освободишься, будь деятелен и устремись к своему Господу, Аллах Субханаху ва Тааля велит своему пророку, саллаллаху алейхи вассалям, по завершении того или иного поклонения или дела приступить к другому поклонению или делу, а также устремиться к своему Господу, обращаясь к Нему с трепетом и с надеждой. И ведь жизнь мусульманина, то есть полностью, она принадлежит Аллаху Субханаху ва Тааля, целиком и полностью. И поэтому человек также он должен посвящать свою жизнь целиком и полностью повиновению Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. И в жизни человека, его отрезки, в коротком отрезке который человек живет в этом мире,
в этой короткой жизни у него не должно быть места для пустого и никчемного. То есть это правило говорит нам о том, что не может быть у тебя пустого свободного места. Ты не можешь проводить время в никчемных вещах, ненужных вещах. И это правило, эти слова Аллах Субханаху ва Тааля сказал пророку. «Фаида фарагта фансаб». И посему, как только освободишься от чего-то, от поклонения, намаз прочитал, закончил, от дела какое-то, дело закончил, Аллах Тааля говорит: «Фансаб», будь деятелен, то есть начни что-то другое. «Ва иля раббика фаргаб», и тем самым устремись к своему Господу. На самом деле, если прям взять и подумать, сесть, подумать над этим правилом, это правило имеет глубокий смысл. И ученые в тафсирах приводят разные мнения, то есть от сподвижников, от муфассиров приходят разные мнения. Именно от чего, когда освободился, да? Аллах Субхану Тааля говорит: и как только ты освободишься, будь деятелен. От чего освободишься? И чем заняться? Аллах Тааля не говорит здесь, нету какого-то конкретики, да? От чего, когда освободишься, и чем быть деятельным. И ученые, сахабы, там, от Ибн Аббаса приходят, от Ибн Мас'уда приходят разные мнения. Когда ты прочитал свой намаз, закончил свой намаз, освободился, будь деятелен, делай дуа, некоторые сподвижники сказали. Некоторые сказали, что когда ты освободишься от фарзов, когда ты выполнишь фарзы, будь деятелен, то есть выстаивай ночную молитву, сказали. Некоторые сказали, что это касается в общем дел человека, то есть некоторые ученые обобщили это мнение, да, то, о чем мы с вами будем говорить, то есть это на самом деле обобщено. И то есть первое, да, то, что вот если взять мнение некоторых сподвижников, которые сказали, что ты, если фарзы выполнил намазы, то займи себя чем? Нафилем. Займи себя тахаджуд намазом. Если ты намаз закончил, займи себя зикром, займи себя дуа, мольбой. И то есть здесь подразумевается еще то, что не будь доволен или не ограничивайся только тем, что ты выполнил. Все, намазун кабдардем, все. И пошел заниматься не знаю чем. Ничем не заниматься, все, намаз прочитал, все. Нет, займи себя другой вещью. Одну работу закончил, другой вещью займи. И то есть здесь говорится о том, что, то есть первое, что мы можем из этого взять, мы не должны довольствоваться, ограничиваться только тем, что мы уже сделали. А все, шлядам бит булда. Все, я же сделал. И все, дальше пошел валяться, заниматься бездельем. Нет, займи себя другим. Если ты фарзы выполнил, намазы закончились, что ли? Нет. Читай духа намаз, читай после тахарата намаз, читай тахаджуд намаз и так далее, и так далее, и так далее. Займи себя другими тоже вещами. То есть не довольствуйся только этим. И второе, то, что мы отсюда можем взять, то, что мусульманин, вообще человек, он не может быть в таком состоянии, что он не занят ничем. Аллах Субханаху ва Тааля здесь говорит, что если ты освободился от чего-нибудь, займись другим, займи себя другим. То, что тебе будет полезно. Возвращаемся к чему? К тому слову, что мы сказали, что наша жизнь полностью принадлежит Аллаху. То есть она полностью, целиком и полностью принадлежит Аллаху. И поэтому мы свою жизнь также должны посвящать Аллаху. Но из этого не значит, что человек должен 24 часа в сутки намаз читать только и так далее, и так далее. Нет, он должен быть занят 24 часа в сутки чем-то полезным. Даже твой отдых, он не должен быть просто отдыхом. То есть в шариате не запрещено отдыхать, правильно? Мы можем спать, мы можем отдыхать, полежать, пойти где-то сходить, отдохнуть, да? Проблем нет. Но твой отдых должен быть тоже для чего-то. Не просто так. И
мы знаем, что каждое дело оценивается по намерению. Если человек даже будет спать с правильным намерением, он будет получать за это награду. И этот сон будет полезным для него. Полезным. Это будет полезный сон, за который ты будешь получать награду. И как мы сказали, у человека не должно быть, в жизни человека нет в ней места для пустого и никчемного. Не должно быть. То есть, и когда ты себя ловишь себя в таком состоянии, что вот мне нечего делать, такого не должно быть. Не должно быть. Ты должен обязательно себя чем-то занять. Потому что время, которое тебе дано, минуты, которые тебе даны, дни, которые тебе даны, они сочтены, они ограничены, они обозначены уже для тебя, и оно идет время. И за каждую минуту, за каждый день, за каждый час, который ты проводишь, ты будешь отвечать за это, как ты его провел. А если человек его ни в чем не провел? Как человек будет, как мы будем отвечать перед Господом, перед Всевышним, который дал нам это время, подарил нам это время и не попросил у нас ничего взамен. Мы не заплатили за это время. Аллах Та'аля дал нам это время, и за каждое время Он нас спросит, как ты ее провел. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своем хадисе что сказал? Два есть благо, по отношению к которому беспечны люди. Не ценят, не обращают на него внимания, легко смотрят. Две вещи. Первое – это время, второе – это здоровье. Почему пророк, саллаллаху алейхи вассалям, так сказал? Он хотел обратить внимание больше, то есть чтобы мы обратили внимание на эти две вещи, на время и на здоровье. И вот одно из правил, то есть Аллах Субханаху ва Тааля даже пророку говорит, и когда ты освободишься, будь деятелен, то есть займись другим. Пророку было сказано это. Мы тем более себя должны воспитывать на том, чтобы правильно распределять свое время. Если мы от чего-то освободились, другим чем-то заняться полезным. Кто-то скажет, я сегодня вот час помог там уже где-то, бисмилля, все, хватит. К сожалению, когда человеку придет его час, его время, когда ангел смерти придет к нему, и он вспомнит вот это время, когда вот он час поработал, сказал, хватит мне, и ушел заниматься ничем. Бездельничать пошел. Человек, когда к нему придет ангел смерти, он вспомнит это время и скажет, «Рабби рджи'ун, о Господь мой, верни меня», скажет, «Ла'алли а'малю салихан фима таракт». Быть может, я буду совершать те деяния, которые оставил. Ты очень захочешь вернуться на это время, где ты ничем занимался. Ты захочешь вернуться туда и заполнить это благим делом. И Аллах Субханаху ва Тааля приводит эти слова в Коране. «Хатта иза джаа ахадахумул мауту каля рабби рджи'ун». Когда к одному из них приходит смерть, он говорит, что? «Господь, верни меня». Зачем? Он говорит, «Ла'алли а'малю салихан фима таракт». Быть может, я буду совершать те благие поступки, те благие дела, которые оставил я. У меня было же там время, вот я там полдня бездельничал. Вот там я мог сделать, помочь еще, не помог. Вот там я мог еще намаз прочитать. Не прочитал, ушел, в телефон сел. Да, это очень болезненная тема, да, сейчас у нас. То есть все мы страдаем от этого. То есть это на самом деле испытание. То есть человек может уйти, думая, что у него нету времени на что-то полезное. Даже пример приведу. Уроки идут, да? Пусть это здесь или в центральной мечети. Идут уроки, на намазе люди стоят. Пример, чтобы сейчас было понятно, прям из жизни пример. Люди стоят на намазе, хорошо знают, что сейчас будет урок, лекция, там еще что-то, полезное для них, за что они получат награду, за что они удостоятся спокойствия, которое обещал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в своем хадисе. За что они удостоятся то, что Аллах Та'аля помянет их среди ангелов. Они уходят, думая, что они заняты.
Думают, что они заняты, уходят. И что? Ладно, если кто-то из них действительно занят. Но определенное количество людей выходит на улицу и что? Начинают разговаривать. Час, два. И просто стоят, разговаривают. О чем? Ни о чем. Там это, там то, это там, это так. Ни о чем разговор. Или выходит в машину, садится и в телефоне сидит. Ленту листает, новостей. Листает ленту новостей. Зачем листает? Просто там кто-то что-то там делает. Что, это так, это тут так произошло. Ага, тут так произошло. Просто листает. Думает, что он занят. То есть можно себя оправдывать то, что он занят. Но это ли занятость? Ты, да, намаз прочитал, хорошо, но это не значит, что потом тебе нужно бездельничать и не использовать те возможности, которые перед тобой появляются. Мы не должны обманывать себя этим. Мы должны себя занимать всегда благими делами. И как человек будет то есть как вообще человек будет за это отвечать? Когда у него была возможность помочь кому-то, я же занят, и ушел, действительно он не был занят. Или была возможность на уроке посидеть, получить пользу, получить награду, а он встает и уходит. Как он будет отвечать за это время? И поэтому мы не должны упускать такого, чтобы в нашем времени была пустота. Долгие разговоры. О долгих разговорах можно рассказывать еще лекции. То есть слова Умар ибн Хаттаба, он говорил: тот, кто много говорит, он часто ошибается, а тот, кто часто ошибается, он получает грех за это, а тот, кто получает грех, он в аду. И поэтому это были слова Умара ибн Хаттаба за тех людей, которые всегда в разговоре, всегда разговаривают часами. Поэтому мы себя иногда так должны ловить. Если ты попал в эту ситуацию, мы попадаем в такие ситуации сами, все мы попадаем в такие ситуации. Если ты попал, ты должен поймать себя и сказать: чем я сейчас занимаюсь? Бездельничаю? А может мне пойти Коран почитать? А может мне зайти на урок, посидеть на уроке, пользу получить? А может мне пойти с детьми поучить Коран со своими детьми? То есть мы должны себя исправлять и возвращать себя к благому. И как мы сказали, что в шариате не запрещено отдыхать, не запрещены развлечения в рамках шариата, да? Мы можем развлекаться, мы можем отдыхать, мы можем проводить время во благо, отдыхая, да, то есть во благо своего тела, так сказать, своего нафса, да, в определенном количестве. Но все это необходимо прежде всего для того, чтобы человек набрался сил, чтобы снова и снова быть полезным в своих действиях. Наш отдых должен быть для того, чтобы мы снова стать полезным, сил набраться и снова заняться благим, полезным. Сделать всю свою жизнь поклонением Всевышнему Аллаху, какими бы ни были обстоятельства. И Аллах Субханаху ва Тааля, то есть мы должны всю свою жизнь посвящать Аллаху Субханаху ва Тааля. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: «Куль инна салати ва нусуки ва махьяя ва мамати лилляхи раббил алямин». Скажи: воистину мой намаз и мое жертвоприношение, мои поклонения, моя жизнь и моя смерть посвящены только Аллаху, принадлежат только Аллаху, Господу миров, у которого нет сотоварищей. Это мне велено, и я являюсь первым из мусульман. И Аллах Субханаху ва Тааля: скажи, говорит своему посланнику, то, что мой намаз, мои жертвоприношения, мои поклонения, моя жизнь, моя смерть посвящены Аллаху, Господу миров. И поэтому мы должны соответствовать этому аяту, мы должны посвящать всю свою жизнь Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля. Как еще раз подчеркиваю, это не значит, что нам нельзя отдыхать, это не значит, что нам нельзя развлекаться, это не значит, что нам нельзя проводить время в каких-то радостных событиях, развлекаться и так далее. В рамках шариата разрешено. Но это должно быть для того, чтобы ты снова, с новыми силами начал усердствовать на пути Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. И при этом мы должны, насколько это возможно, следовать примеру лучших людей, избранных людей, это пророков и посланников Аллаха.
который Всевышний Аллах восхваляет в следующих своих словах, говорит: «Мы ответили на его мольбу, на мольбу Закарии, и даровали ему Яхью, сына, и сделали его жену способной на это». То есть жена Закарии была очень старой, и у нее долго не было детей, и Закария делал дуа Аллаху Субханаху ва Тааля, и в преклонном возрасте, когда они были очень старыми, Аллах Субханаху ва Тааля подарил им сына Яхью. И воистину, когда Аллах Тааля даровал им, они поспешили творить добро, взывали к нам с надеждой и страхом и были смиренны перед нами. И ученые говорят, что же касается стремления к Аллаху, желания приблизиться к Аллаху, с нетерпением ожидая встречи с Ним, то ведь это и есть весь капитал человека, цель его существования. Это достичь, то есть встретиться, приблизиться к Аллаху, ожидать Его встречи с Ним. Это и есть главная цель существования нашего. Фундамент – это фундамент нашей благой жизни, основа счастья, успеха. То есть это что? Это желание приблизиться к Аллаху, это желание встретиться с Аллахом, это желание добиться довольства Всевышнего Аллаха. Но это возможно только усердствуя. Это невозможно, проводя время, как ты хочешь. Это невозможно, проводя время впустую. Это невозможно, проводя время бесполезно. Поэтому мы должны быть очень внимательны. Ведь для этого мы только и созданы. И это было предписано нам, чтобы мы поклонялись Аллаху Субханаху ва Тааля. И с этой целью были направлены посланники, были посланы писания разные. Для чего? Для того, чтобы приблизить человека к Аллаху, для того, чтобы научить его, как достичь довольства Всевышнего Аллаха. Если мы посмотрим сообщения или слова сподвижников, наших праведных предшественников, Ибн Мас'уд, Абдулла ибн Мас'уд, радийаллаху анху, говорил: «Поистине мне ненавистно», он ненавидел, ему было ненавистно видеть ничем не занятого мужчину. Он говорил: «Мне ненавистно видеть, противно видеть ничем не занятого мужчину, ни делами мирской жизни, ни грядущей, который ни мирской, ни ахиратом не занят, благими делами не занимается, ни намазы дополнительно не выстаивает, ни Коран не читает, не занимает себя какими-то благими делами, и мирской ничем не занят, и не ладно бы он там на рынке стоял, торговал, там для семьи пропитание искал, да, там, может, пропитание искал и этим самым пропитанием садака бы давал, то есть ничем не занят. И он говорил: мне противно видеть такого мужчину. И очевидно, что Ибн Мас'уд, радийаллаху анху, питал неприязнь к таким людям, потому что безделье или занятость человека тем, что не несет пользы ни для его религии, ни для его жизни, это признак глупости. Если человек занимается тем, что ему ни в этом мире не принесет пользы, ни в ахирате, Абдулла ибн Мас'уд считал, что это признак глупости, что это признак слабоумия человека. И Коран свидетельствует о том, что такие ничем не занятые люди, можем назвать их бездельниками, не заслуживают того, чтобы им подчинялись. Более того, следует их сторониться, чтобы не заразиться их дурным примером. То есть нрав человека, он заразителен. Вот с кем ты будешь ходить, с кем ты будешь близок, от него ты и будешь брать нрав, получать. И если человек близок с такими людьми, которые занимаются бездельем, бездельничают, не ценят свое время, то впоследствии с течением времени человек тоже таким станет. И поэтому нужно сторониться таких компаний. Как Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «И не повинуйся тем, чьи сердца мы сделали небрежными к нашему напоминанию». Кто потакает своим желанием и чьи дела окажутся тщетными. То есть не повинуйся этим людям, не будь близок к таким людям, которые не занимаются ничем полезным.
И один из муфассиров, тех, кто толкует аят, он говорит в комментариях этому аяту: из этого откровения следует, что люди должны повиноваться только тем, кто действительно является примером для подражания. То есть ты должен быть близок к тем, ты должен слушать того, кто действительно является примером для подражания. Сердца таких людей переполняются любовью к Аллаху. Эти люди во всем, они всегда заняты только полезным, они всегда заняты только благими делами. И поэтому праведники часто поминают Аллаха, стремятся снискать Его благословение и ставят волю Аллаха Субханаху ва Тааля превыше собственной прихоти. Благодаря этому они сохраняют свое время, приводят в порядок свои дела, совершают праведные деяния и призывают окружающих к религии, которую они исповедуют по милости своего Господа. Такие люди достойны быть примером для подражания. И это правило, которое Аллах Та'аля говорит: «Фаида фарагта фансаб ва иля раббика фаргаб», и посему, как только освободишься, будь деятелен и устремись к своему Господу, прививает верующему человеку стремление быстро выполнять дела, насколько это возможно, не откладывая на потом. То, что опять-таки является проблемой в наше время. Когда появится свободное время, то есть мы часто говорим: потом сделаю, вот потом пушим, освобожусь, потом сделаю. Вот это плохой признак. И это правило, этот аят призывает нам не откладывать свои дела. Ведь, как обычно, обманываются люди, оправдывают свои бездействие. Ведь тот, кто не способен правильно распределяться своими делами сегодня, с еще большим трудом сможет это сделать завтра. Если ты сегодня свои дела в порядок не привел, завтра это будет тебе труднее. И один из праведников сказал: правдивейшим людям было стыдно оказаться перед Аллахом сегодня такими, какими они были вчера. То есть праведным предшественникам, ученым, табиинам, сподвижникам было стыдно оказаться перед Аллахом сегодня такими, какими они были вчера. Поясняя это высказывание, Ибн Раджаб, рахимахуллах, сказал: эти слова указывают на то, что они не довольствовались ничем иным, как ежедневным приумножением благих дел. Им было стыдно утрачивать это, и они считали это потерей. То есть, если вот вчера ты что-то сделал, и сегодня ты сделал так же или меньше, им было стыдно за это. Каждый день они старались сделать лучше, чем прежний. И они карали себя, им было стыдно предстать перед Аллахом в таком состоянии, что они вот сегодняшний день не сделали лучше, чем вчера. И вот то, к чему, на самом деле, это пример для нас, то, к чему мы должны стремиться, усовершенствование всегда. Но это никогда не сможет достичь человек, который не ценит, неправильно распределяет свое время. Чтобы этого достичь, надо правильно распределить время, нужно каждую минуту, каждую секунду ценить, нужно заниматься полезными делами. Этот смысл прекрасно отображается в следующей поэме, которую приводит автор. Он говорит: слез не могу сдержать своих в сон люди погрузились. И эти лучшие стихи сквозь крик души родились. Теряем ночь за ночью мы, минуют зря они, тогда как помнить мы должны, дни жизни сочтены. Арабы на самом деле любят много стихов писать, и поэтому у них на каждый случай можно найти какой-нибудь стих или поэму. Не то что стих, а поэму пишет страницами. И здесь что автор говорит? Он говорит: грустно, люди в сон погрузились, спят люди, то есть он не имеет в виду сон настоящий, он образно говорит, то есть не видят люди, спят. И эти лучшие стихи сквозь крик души родились, теряем ночь за ночью мы. То есть ночь за ночью проходит, минуют зря они. Что я сегодня сделал? Так, вчера что сделал, а сегодня что? Меньше даже сделал, оказывается, чем вчера. Так же сделал. Не смотрим, не оцениваем, не даем себе отчет. И как есть поговорка такая, не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Это очень такая ценная, золотая поговорка.
она не только у нас есть на наших языках, она и у арабов есть. То есть, и это соответствует шариату, это соответствует религии. То есть, мы не должны откладывать то, что мы можем сделать сегодня. И передают, что имам Ахмад ибн Хамбаль сказал: поистине откладывание дел несет беду. Когда человек откладывает свои дела, и такая шлярмен, там, завтра сделаю. Ну, даже в поклонениях. Там, мы не говорим сейчас о фарзах. Мы, мусульмане, альхамдулилля, совершаем фарды, которые на нас лежат. Мы говорим о дополнительных вещах. Вот. Духа намаз. Почему я духа намаз не читаю? Кто-то говорит: завтра начну. И Ахмад ибн Хамбаль говорит: поистине откладывание дел, оно несет беду. То есть, чем больше ты откладываешь, тем больше ты его не начнешь делать. Если ты действительно хочешь что-то начать делать, нельзя его откладывать. Его надо сегодня начинать делать. Ты хочешь, вот мы говорим, оставляем фарды, да, мы, альхамдулилля, намаз читаем. То есть это можно, насчет фардов можно рассказывать тем людям, которые еще намазы не читают, да, то есть объяснять. Начни вот хотя бы с одного намаза, там, да, вот так, и не откладывай на завтра. Но мы что можем сказать? Ну, духа намаз. После восхода солнца читается. Это у нас, например, 6 часов солнце восходит в 5 часов. И до зухра. Почти 6 часов есть, получается. Вот в отрезке 6 часов 2 раката намаз, духа намаз. И это пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что это садака за все твои суставы, которые человек имеет, да? И оно имеет очень большую награду. Почему мы это не делаем? Кто-то, да, говорит: да, надо вот завтра начну, и откладывает. Начни сегодня. Завтра тебе уже будет легче. Но чем больше ты на завтра откладываешь, тем тебе тяжелее. А если сегодня начнешь, тебе будет завтра легче уже сделать это. Некоторые люди имеют возможность получать знания, но не пользуются этим. Время есть вроде бы, если посмотреть, человек всегда говорит, что у него нет времени, но если посмотреть, можно найти время. Где-то кушает долго, где-то сидит просто, где-то в телефоне, где-то там с кем-то болтает долго и так далее, и так далее. Можно все это оптимизировать, и появится время. И некоторые люди имеют возможность получать знания. У него есть, здоровье есть приходить. Он может приходить, у него время есть на самом деле. Место есть, учитель есть, но он не пользуется этим. А потом, когда он достигает возраста определенного, и уже не оказывается времени, или не оказывается возможности, уже память ушла и так далее, горько сожалеет о неприобретенных знаниях. Но это некие правила уже, да, то есть такой человек всегда так, ему говорят там, другой пример, потому что ему говорят: шапку одевай, потом болезненно хватаешься, да, там, молодости. Он не слушает, шапку не одевает, потом достигает взрослого возраста, у него начинаются болезни. Он понимает, что он неправильно сделал, он начинает своим детям это говорить, одевайте шапку, заболеете. И этот ребенок ту же ошибку повторяет, опять шапку не одевает, ту же ошибку по тем же рельсам едет, которые его отец сделал. И тут получение знаний. У тебя было время, молодость была, время было, на самом деле было время, Аллах Та'аля дал тебе время. Ты не получал, оправдывал себя, учеба, работа, туда-сюда, надо квартплату заплатить, надо еще что-то, оправдывал себя, потом тебе там 50-60 лет, ты говоришь: почему я не получил знания, почему я не научился тогда Коран читать, почему я, вот сейчас бы сидел бы, Коран читал бы, а все уже. И что начинает человек своему ребенку это говорить? Вот, получай знания, потом не сможешь, потом надо выйти с этого уже. По одной колее все ездим. Нужно выйти с этого. А чтобы выйти, нужно сначала себя исправить. Вот сейчас. Взять себя и исправить просто. Начать по-другому делать. И уже дети видят тебя, что ты по-другому делаешь. Они тоже уже с маленьких лет начнут по-другому делать. И, иншаллах, эта ситуация исправится. И также после смерти. То есть человек жалеет уже в этом мире, да? Человек в этом мире, будучи никогда, уже жалеет о том, что он что-то не сделал. А в ахирате, когда он покинет этот мир, он больше будет сожалеть об этом. За то, что он нарушал вот это правило, которое Аллах Та'аля ему говорил. Аллах Та'аля что сказал? «Фаида фарахта фансаб». Как только освободишься, будь деятелен, займи себя.
«Ва иля раббика фаргаб» и стремись к своему Господу. То есть это дело, оно должно устремлять тебя к твоему Господу. Также можно вот это правило отнести, то, что актуально тоже, да, в отношении многих людей, в особенности молодежи, которые проявляют беспечность к покаянию. Беспечность к покаянию, тауба, и обращению к Аллаху, ссылаясь на то, что сделает это, когда придет время, потом. Вот он знает, что у него грехи есть. Надо за грехи каяться, тауба делать, истигфар делать, Аллаха просить, и человек все время завтра иртега, потом еще же время есть. И всегда человек себя этим обманывает, откладывает. А это ведь не что иное, как эти мысли, это от шайтана. Это обман шайтана. Шайтан обманывает. Иртега, завтра. Потом. А потом что? Потом может и не прийти. И как еще один поэт говорит в своем стихе: если ты покинешь этот мир, не имея багажа с собой, ну а после смерти повстречаешь ты того, кто взял багаж благой, сожалеть ты станешь очень сильно, что таким, как он, ты быть не можешь, что не отследил тогда при жизни то, что отследить сумел другой. То есть человек, когда покинет мир, и у него будет маленький багаж, у него не будет багажа или будет маленький, после смерти он увидит человека, которого багаж больше, который больше собрал, благой багаж. Он сожалеть станет, этот человек, очень сильно, потому что он не смог собрать тот багаж, который тот собрал. И он пожалеет о том, что он не смог отследить в этом мире вот эти, пути, чтобы собрать этот багаж. А другой сумел. И человек будет сожалеть. И прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он нас не сделал из числа тех, кто будет сожалеть. Пусть Аллах Субханаху ва Тааля сделает нас из числа тех, которые будут радоваться в судный день. Из числа тех людей, лица чьи будут сиять в судный день. Прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он записал нам каждое мгновение, которое мы проводим на Его пути, как награду большую. Прошу Аллаха Субханаху ва Тааля, чтобы Он записал нам большую награду за то время, которое мы проводим здесь, в получении знаний, в разбирании аятов Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля. За каждый шаг, чтобы Он дал нам награду, и за каждый шаг, чтобы Он простил нам грехи. И никогда мы не должны быть жадными, то есть жадничать своим временем во благо своего ахирата, жадничать своим временем на пути Аллаха. Никогда. Ты можешь пожадничать своим временем там. Кому-то ты можешь сказать: у меня нет времени. Кому-то можешь сказать. Но во благость ахирата, если это кому-то помочь, если это кому-то принести пользу, если это чтение Корана, если это поклонение, если это то, что тебя благая занятость, то в этом ты не должен жадничать. Но если там пустословие часами, если там просто какие-то там еще что-то непонятно, да, то есть которые ни в этом мире тебе не полезны, ни в ахирате тебе не полезны, то тогда оставь это во благо и займи себя благим, то, что тебе принесет. И Аллах Тааля сказал: «Фаида фарагта фансаб», и посему, когда ты будешь освободишься, то займи себя делом, «Ва иля раббика фаргаб», и устремись к своему Господу. Субханак Аллахумма бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи. Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллах